Санитарные врачи всего мира бьют тревогу. Совсем скоро может наступить конец эре антибиотиков. Это может произойти из-за бесконтрольного применения препаратов в сельском хозяйстве. Некоторые страны сознательно используют лекарства, объясняя это самыми разными причинами. В странах Соединенных Штатов Америки они обязательно должны принимать антибиотики именно для профилактики возникновения массовых инфекционных заболеваний. Китай не откажется от лекарств, пока не обеспечит мясом все свое население. Но продукция с антибиотиком несет в себе серьезный вред здоровью человека. Организм перестанет реагировать на лекарства и окажется беспомощен даже перед обычными инфекциями. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году ежегодная смертность от невосприимчивости к антибиотикам составит в Азии 4 миллиона 700 тысяч человек, в Африке 4 миллиона 150 тысяч, в Европе и Южной Америке по 390 тысяч жителей. В России лекарства применяют для профилактики, но делают это строго в пределах установленных стандартов. Каждый год проверяется до 20 тысяч проб различной продукции. В Якутии за продовольственной безопасностью следят сразу 3 ведомства. Проведено свыше 4000 проб мяса, рыбы, молока, молочной продукции, яиц и мяса птицы. И антибиотиков не было выявлено. На масштабных производствах лекарства используют только на начальном этапе. К примеру, на городской птицефабрике профилактику проводят в основном молодому поколению. Птицу стараются вырастить в максимально естественных условиях. Даже комбикорм дают только собственного производства. Сами составляем рецепты, заказываем сырье по конкурсу, отбираем себе поставщиков и производим сами. Сельское хозяйство считается в республике одной из важнейших экономических отраслей. Контроль самых крупных производств проводится в плановом порядке каждый квартал. За безопасность своей продукции якутские производители отвечают не только на словах. Ведь даже однажды подмоченная репутация может стоить самого главного – доверия покупателей. Анна Лебединская, Иларион Федоров, Роберт Абиев. Вести, Якутск.